зрелище азартнее на свете, чем зрелище борьбы Монтекки с Капулетти. Звенят клинки, кровь льется, город трупов. Ну что, страшно, а? Вообще-то это не то, о чем мы подумали. Сегодня мы покажем вам нечто иное, но тем не менее весьма близкое к теме любви и разлуки. Итак, представляем вам две лицейские любовные истории. Классический сюжет лицейской любовной истории. Он 10-й филолог, она 11-й физик. Все банально и печально. Ну скажите мне, с какой такой стати мальчик, у которого в классе девочек больше, чем может себе представить нормальный человек, так кощунственно проигнорировал своих дам? Парадокс. Но вернемся к нашей печальной истории. Так как он был мальчуган скромный и, прямо скажем, примерный, то он не мог просто так подкатить к ней и поинтересоваться, чё это она тут такая красивая сидит. Он думал об этом сотни раз, но каждый раз из-за своей излишней скромности никак не мог довести дело до конца. Поэтому он проходил в нерешительности весь год, строя планы обольщения, и не заметил, как его пассия стала выпускницей. Он был в отчаянии. Но какова была его радость, когда на следующий год его Афродита пришла в лицей вести спецкурс по физике. Он был на каждом занятии, не пропуская ни одного дня. Хотя на какого ему была нужна эта физика, никто до сих пор не знает. Но говорить со своей принцессой на интимные темы в присутствии такого количества очкастых книгогрызов и буквоедов он не мог. И поэтому разработал дьявольский план устранения конкурентов. С первой жертвой он расправился путем аннигиляции роговых очков, в результате чего девочка повредила себе обе ходильные конечности об тумбу и на спецкурс больше не пришла. Второму была рассказана страшная история про то, что от физики плавится мозг и вытекают глаза, отчего парень до того сдрейфил, что даже перевелся из физического класса в исторический. Третья долго упорствовала, но после того, как получила энное количество веселых хрустящих банкнот, решила, что своей душонкой она чиста перед преподавателем физики Че и на спецкурс больше не являлась. Четвертому влюбленный просто набил морду. В конце концов, на спецкурс, кроме вышеобозначенного молодого Идальго, никто не сумел и носу показать. И тогда парень решил, что настало самое время для душераздирающего признания, всю трагичность которого он счел верным выразить в стихах. Я плещу стазом в сизом море грусти, плюя невинностью в седые небеса. Моя любовь клешнями впилась и не пустит, все время жаля в ухо, словно дикая оса. Я всеобъемлющий страдальной болью 100 000 мрачных черных катафалков. Смирясь с убогой погребальной ролью, тебя осыплю сотнями фиалков. Как еж пузатый в чуждом огороде, как птица, залетевшая в чужие стены, я, как домашний пудель на природе, меня от нежности хандрит и крутит вены. Прости меня, о лучезарная Елена, за мой корявый опус рифмоплетства. Но я уже не знаю, что мне делать, ведь ты не видишь все мое к тебе любовь. Я бледный путник, мантия лещего утра. Я бедный Агнец, паствы пастуха. Люби меня, желанная, всем утром. И мне прости, влияние злого петуха. От такого стиха девушка просто офигела.
Пишите. Он и она. Тесная кухонька, на которой всего-то кастрюля без крышки, сковородка и чей-то затерявшийся тапочек. Все как всегда. Но просто идиллия для двух потерявшихся в вихре лицейской жизни сердец. Вот так все и начиналось. А потом была любовь, макароны и одна на двоих сосиска. Он без памяти влюбился в нее, и как совсем еще зеленый юнец пропадало чувство нежной и горячей любви. И вот однажды он взял гитару и излил всю свою боль и томление в романтической серенаде, спетой под окнами общежитейского корпуса. О, свет моей лампады керосиновой, в тебя влюбился я, как сельдь, узрев треску, и чахлый лист твоей любви осиновой ложится колбасой на бутербродную тоску. Я не снести уж более одиночества. И вот хочу тебе сказать напрямик, что ты мое нежданное пророчество, что в душу излилась, как свисучий родник. Пора мне песню кончать, но ходить не хочется, ведь очень жаждется тебе душа моя понравится. Но все же томная любовь клокочется, а то уж давно пустым желудком. Накорми меня, красавица. Естественно, это задушевный лирический опус каждый из красавиц приняла на свой счет. И каждая, прочувствовав всю глубину душевных страданий юноши, посчитала своим долгом оказать ему необходимое в таких случаях внимание. Каждая хотела сделать ему что-то, что наверняка расположило бы его именно к этой девушке. И все бы ничего, да вот среди сердобольных красоток оказалась и комендантша, которая с только ей присущим очарованием попыталась обольстить юнца. Но единственной, кто его песни не услышал, была именно та, кому эта песня и предназначалась. Но он пел эту песню еще много раз, и каждый раз надеялся на то, что она все-таки его услышит. Как знать, быть может, однажды она выглянет в окошко и... Все это были юмореские шуточки, а теперь и мы хотим сказать кое-что серьезное. В нашем театре много выпускников, и всем нам так же тяжело расставаться с лицеем, как и вам. Но мы верим, что мы сюда обязательно вернемся. И мы уверены, что каждый за эти годы понял, что лицей – это наша жизнь. Это именно то, что может подарить нам счастье. Так пусть лицей станет вашим бенефисом, вашим первым фурором и первым шагом во взрослую жизнь. Listen.